Может просто не найтись времени и возможности отыграться у «Спартака». Времени будет очень немного. Но тем не менее, сейчас смотрите, Ребров подошел к судье. Что-то пытается доказать Кириллу Левникову. Левников дожидается Леваю. Очевидно, уж не знаю, Левай сорвал с себя майку. Ах, вот, может быть, вот по поводу этого эпизода, что Канунников против правил защитников в борьбе сыграл. Пытался Ребров это доказать, очевидно. Ну а дальше Левая нашел возможность пробить и из-под защитника, и из-под голкипера. И мяч вкатывается в ворота. Желтую карточку Левников, конечно же, ему покажет за то, что сорвал себя майку, празднуя этот забитый мяч. Но тем не менее, я думаю, что ни Марко Левая, ни болельщики уж тем более, да и, пожалуй, ни штаб тренерский не будут в накладе, если такова будет цена выхода в четвертьфинал Кубка. Желтая карточка Левая. Но пока еще мы об этом говорим как о вещи предполагаемой. Потому что игровое время не истекло. Весит как часы. Атакует Рубин. Продолжает атаковать Рубин. И Рубин, если он добивается таки победы сегодня, он, конечно, добивается победы. Побеждает очень торжество для команды, которая идет в атаку, даже несмотря на то, что ее тренер просит катать мяч. Помните, как просил? Я не согласен с тем, что здесь было закончится. Ребров вот сейчас оставил правый угол от себя чуть более открытым, но не сумел он перехитрить бившего. Это Сердар Азмун. Только что мы видели Сердара, как ему помощь оказывали. У него же ногу сводило, а тут он, смотрите, разбегается и наотмашь бьет с 11 метров и вколачивает второй мяч. Абсолютно теперь неотменима победа казанского Рубина и выход казанского Рубина в четвертьфинал Кубка России. А там такой важный для Белелединова, Оздоева, Кузьмина, наверное, даже в чем-то, да и Рыжикова матч против московского Локомотива. Итак, Марко Левая и Сердар Азмун. Сегодня за Рубин забивают футболисты, которые вышли на замену. И они приносят казанской команде эту кубковую четвертьфинальную путевку.